Привет, Мелисса. Спасибо, что согласилась встретиться здесь. Я решила, будет лучше поговорить наедине. Я уже говорила, что поводом для нашего разговора служит проблема с продажами. Сейчас поясню. Я только что посмотрела последние цифры. У тебя на 12% меньше продаж, чем запланировано. Кроме того, я слышала, как ты жаловалась некоторым новым сотрудникам на реорганизацию. Честно говоря, это их демотивирует. Мелисса, я знаю тебя очень давно и могу сказать, что ты всегда была одним из лучших наших сотрудников. За последние 2 года не было ни одного из новых продавцов, который не равнялся бы на тебя. Мелисса, ты должна мне помочь разобраться в том, что происходит. Я сама не знаю, чем вызван этот провал в продажах. Я тоже не могу это объяснить. Я долго думала об этом и так и не нашла слов, чтобы четко определить, в чем дело. Не буду скрывать, что я огорчена этой ситуацией. Понимаю, что ты расстроена. На самом деле, больше всего в реорганизации меня расстраивало именно отсутствие твоего продвижения. Здесь изменить ничего нельзя. Я могу повлиять на ситуацию, но мне необходима твоя помощь. Нам нужно вернуть твои продажи к прежнему уровню. И я сделаю все, чтобы помочь тебе. Но прежде я хочу убедиться, что ты на моей стороне. Я не понимала, насколько все далеко зашло. Спасибо тебе, Аманда. Если я хочу изменить ситуацию, сейчас самое время начать. Как ты думаешь, что для этого надо сделать? Но прежде всего я собираюсь сделать то же, что обычно, спросить у тебя совета. Ты знаешь свою работу лучше, чем кто-то еще. Что ты об этом думаешь? Ну, мы можем сделать 2 вещи, чтобы повысить наши показатели в этом квартале. Во-первых, я еще не говорила с сотрудниками отдела транспорта, потому что